В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Акушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске: поджог или возгорание, пожар в Гудаутском частном детском садике. Экзамен каждый год с целью повышения уровня знаний родного языка. В ненадлежащих условиях хранения сотрудники Национальной библиотеки пытаются спасти книжный фонд от сырости. Внесены изменения в конкурсную документацию и продлен срок окончания приема заявок на участие в конкурсе по ремонту, реконструкции и новому строительству в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы. Согласно поправке, опыт работы претендентов будет учитываться за 3 последних года, а срок подачи заявок продлен на 7 дней. В понедельник утром произошло возгорание в здании Гудаутского частного детского садика «София». К счастью, во время пожара воспитанников в детском саду еще не было. По факту возгорания в настоящее время пожарная служба проводит экспертизу. На месте происшествия побывали наши корреспонденты. Репортаж Асиды Малия. Охваченный огнем маленький диван и 2 тлеющие детские кроватки. Вся комната в густом дыму, стены в серой копоти. Такая картина предстала перед родителем, который ранним утром привел своего ребенка в детский сад. Именно он вызвал пожарных, которые быстро ликвидировали очаги возгорания. Когда директор детсада «София» Мариана Саканя прибыла на место, пожар был полностью потушен. Первые мысли, вроде бы печки все выключены. От чего, из-за чего. 8:30 пришел родитель привезти ребенка в садик. И вот открыл, дверь была взломана, открыл дверь, а оттуда дым. Все комнаты пострадали. Частный детский сад «София» работает 5-й год и принимает детишек от 3 до 4 лет. В настоящее время в этом детском саду 20 воспитанников. Директор дошкольного учреждения в произошедшем никого не подозревает. Главное, что обошлось без жертв, говорит она. Детей сразу стали тоже утром привозить. Все в слезах, все кроватки, все, что сгорело. Всем больно, обидно. Все равно это немало детей, 20 детей на сегодняшний день садик посещают. Ну что сделаешь? Когда именно удастся восстановить садик, директор сказать затрудняется. Конечно же, понадобятся немалые средства. Родители воспитанников детского сада уже обратились к директору со словами поддержки и готовы помочь. Что касается причины возгорания, то есть первые предположения пожарных. Это был поджог, поскольку иных очагов возгорания не обнаружено. По завершении экспертизы данные будут переданы в управление внутренних дел Гудауты, а затем будет проведена доследственная проверка. Асида Малия, Амра Амич, Бабислан Чхинджерия, Абхазское телевидение. И опять в центре внимания детский сад. Еще один пожар, но намного позже, примерно в 13 часов, произошел на этот раз в центре столицы, по улице Гулия, 14, вблизи детского сада «Алиас». Произошло возгорание небольшого полуразрушенного сарая, расположенного в непосредственной близости от многоэтажного дома, в котором и размещается детсад. Строение частное. Об инциденте жители близлежащего дома, заметившие дым, немедленно доложили в МЧС. Выехавшие на место происшествия пожарные успели вовремя потушить пламя. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. На Лыхнинском повороте по инициативе Министерства внутренних дел начали устанавливать светофоры. На данном участке всегда оживленное движение. Нередки случаи дорожно-транспортных происшествий, порой и со смертельным исходом. Здесь пересекаются 3 дороги. Одна ведет в села Гудаутского района, вторая в центр города и третья – это центральная республиканская трасса. Работы по установке 6 светофоров планируется завершить к марту. Первым долгом это безопасность населения, удобство. Огромное спасибо хотим сказать всех, кто участвует в этом проекте. Первым долгом министру внутренних дел огромное спасибо, Дорожному фонду, кто финансирует, Дорожному сервису, главе администрации. Вот эти все вместе сообща сделали нам такой хороший подарок. С этого года учащиеся абхазских средних школ республики будут ежегодно сдавать экзамен по родному языку. Решение об этом приняли в Министерстве образования Абхазии. Связано оно с желанием повысить уровень знания родного языка. О том, насколько готовы к таким новшествам в учебных заведениях учителя и их подопечные, выясняли наши корреспонденты. Репортаж Налы Мукба.
Теперь родной язык станет обязательным экзаменом, который будут сдавать все учащиеся, начиная с 4 класса. Такое решение принято коллегией Министерства образования и науки, куда вошли не только сотрудники ведомства, но и учителя школ и преподаватели АГУ. Это нам покажет не только знания и уровень учеников, но мы можем оценить и работу педагогов тоже. Это сделано ради того, чтобы поднять качество образования. В этом году экзамен по родному языку будут сдавать только в абхазских школах. Билеты уже подготовлены и розданы по учебным заведениям. В них 2 вопроса по абхазской литературе и 1 по языку. По словам Адгура Кокоба, все они составлены в рамках учебной программы, поэтому не должны вызвать проблем у школьников. Информацию об изменениях в учебном процессе и учителя, и их подопечные восприняли хорошо, несмотря на то, что эти новшества создадут им и некоторые хлопоты. Сегодня же у нас будет заседание, совещание, где мы будем обсуждать это, а потом мы уже будем предлагать каждому классному руководителю и предметнику. На следующей неделе у нас будет проводиться родительское собрание, где мы будем уже с родителями обсуждать об этих экзаменах. До экзаменов еще есть время, чтобы закрепить пройденный материал и более ответственно подойти к изучению предстоящих уроков. Тех, кто регулярно выполняет задания, предстоящие испытания не пугают. Новость хорошая, это наш родной язык, мы должны его хорошо знать и на экзаменах показывать свои знания, насколько мы знаем свой язык, уважаем его, любим. В Министерстве образования и науки говорят о том, что усилят контроль над эффективностью образования. Если в этом году экзамен по родному языку введен только для абхазских школ, то в будущем его будут сдавать все учащиеся. Кроме того, список ежегодных обязательных экзаменов может пополниться историей Абхазии и математикой. Нала Мукбабислан-Джинджолия, Абхазское телевидение. Фонды Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир, который несколько лет хранился в здании Сухумского государственного колледжа, вернули в библиотеку. Но, как оказалось, все это время книги находились в ненадлежащих условиях хранения. Как библиотекари пытаются сохранить национальный фонд? Об этом наш следующий репортаж. После завершения масштабной реконструкции Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир начался не менее важный этап – подготовка читальных залов. 14 тысяч упакованных ящиков с книгами были перевезены из хранилища обратно в библиотеку. Но после того, как ящики с книгами, согласно фонду, были расставлены по этажам, сотрудники столкнулись с проблемой. Как оказалось, огромное количество книг пострадало от сырости. Чтобы спасти Национальный фонд, сотрудники библиотеки приступили к санитарной обработке всех книг. Пострадало 292 ящика, в среднем содержимое, в зависимости от объема книг, от 40 примерно до 56 экземпляров. Если суммарно умножить, то получается цифра очень большая. Но ящик, когда раскрываем, бывают иногда бока, в самом деле уже нужно их реставрировать, восстанавливать книги. Вот то, что в средней части, их можно расставлять. И поэтому это процесс очень емкий. Национальный фонд страны составляет 450 тысяч книг, а работников не более 50 человек. По словам сотрудников, в библиотеке не хватает людей, а штат сократили. Для них это огромная нагрузка. Только обработка всех книг займет полгода, а реставрация антикварных изданий и того больше. К сожалению, более 10-20% книг, которые представляют огромную ценность, это книги дореволюционного периода, 20-х годов, 30-х годов. Многие книги требуют реконструкции, восстановления. К ним мы их отдельно ложим, с ними мы будем отдельно работать. Вот видите сами, в каком она состоянии. Вот эту книгу сейчас она необходимо, ее, значит, передать в отдел реставрации. Там будет проведена с ней соответствующая работа. И таких книг это не единицы, к сожалению, уже более 200 книг. На сегодняшний день все больше людей предпочитают электронный вариант чтения. Но, несмотря на это, живая книга будет делать свое дело. Ведь книга – это величайший учитель всего человечества. Чтобы библиотека работала, приумножая культурное наследие страны, сегодня она, как никогда, нуждается в государственной поддержке. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Рафаэля Ампар, назначенного заместителем председателя Госкомитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту, представили коллективу Госкомспорта. Представляя своего заместителя, председатель Госкомитета по физической культуре и спорту Баграт Хутаба отметил огромный опыт работы Рафаэля Ампар в комитете и выразил надежду, что вместе они добьются намеченных целей.
В Очамчире прошел первый открытый международный турнир на Кубок города Очамчира памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. В соревнованиях приняли участие 9 команд, а это более 100 спортсменов не только из всей республики, но и из Сочи и Ростова-на-Дону. На торжественной церемонии открытия турнира под звуки гимна Абхазии был поднят государственный флаг республики. Затем перед участниками и гостями турнира выступили местные творческие коллективы. С открытием турнира участников поздравили президент Федерации карате Кёкусинкай Абхазии Виталий Читанава и председатель фонда имени Владислава Ардзинба Светлана Джиргения. Этот турнир начался с турнира памяти Владислава Григорьевича Ардзинба, первого нашего президента, который начинал нам напутствие давать и помогать в самом начале, когда мы после войны начали заниматься. И независимо от того, какого размера кубок и какое количество участников, он всегда уделял внимание спорту, потому что, занимаясь этим, мы становимся сильнее. Я рада видеть этих молодых людей, у которых вся жизнь впереди. Я надеюсь, что многие из вас станут чемпионами не только Абхазии, не только России, но и чемпионами мира. Я желаю вам успехов. Спасибо тем, кто приложил усилия для того, чтобы этот турнир начал свою жизнь. Долголетие этому турниру. По итогам турнира первое место заняла сухумская команда, второе – сборная города Очамчира, а на третьем месте спортсмены из Агудзеры. Победителям были вручены кубки и грамоты. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем плюс 15-17 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.